В данном видео мы поговорим о том, каковы основные мотивации или каковы основные положения того, как можно зарабатывать на YouTube. Конечно, эти мнения, это понимание у меня исходит от своего личного опыта, и тем не менее оно характерно для многих людей, которые каким-то образом причастны вот к идее YouTube, к идее заработка на YouTube. Но самое важное, конечно, это мотивация. Мотивация дела. Зачем вообще вы занимаетесь YouTube? То есть зачем вам нужен YouTube как средство массовой информации? Понятно, что YouTube это видеоконтент, это практически телевидение, частное телевидение. И вы можете в своем канале, на своем канале делать все что угодно. И здесь нет вообще предела реализации любым идеям. Ну и хочется сказать следующую идею, что ну вот смотрим видео, допустим, да, и думаю, о, я тоже так могу так сделать. Эта уверенность иногда не всегда может быть оправдана. То есть нет гарантии того, что если кто-то достигает в определенной нише, в определенной области успеха, что этого можете вы тоже достичь. Но и также наоборот, если у кого-то не получилось, это совершенно не значит, что у вас это тоже не получится. Тут все индивидуально. Но любое дело, оно зависит от вашей личности, от того, насколько вы понимаете себя, насколько вы хотите развить себя. То есть ваша личность, это, конечно, первично в любом деле. Но тут для примера можно взять, ну, я лично вот апеллирую, к примеру, сетевых компаний, в данном случае возьмем Amway, да, это известная всем компания. Вот смотрите, что интересно. Это пример того, что сотни тысяч людей занимаются дистрибуцией и продвижением одного и того же продукта. Смотрите, продукт он один и тот же для всех сотен тысяч людей, но только очень небольшая часть категории из дистрибьюторов Amway, они достигают какого-то уровня. Там не зависит от того, вы поздно начали или рано начали этим заниматься. Много зависит от мотивации, от того, как вы относитесь к этому делу. Можно и 10, и 15 лет быть дистрибьютором в Amway, но ничего не достичь. А можно за 2-3 года стать и выйти на те доходы, о которых не мечтают люди и за 5, за 7, за 10 лет. Да, то есть они не могут выйти. Но зависит от мотивации, от вашей личности, от вашего желания. Продукт один и тот же. Ну, вам здесь разные продукты, но суть явления одно и то же. Также и на YouTube. Одно и то же явление, то есть одна и та же система, одни и те же возможности для многих, но кто-то, допустим, собирает огромное количество просмотров. Но я тут для примера возьму два таких интересных канала, молодежных канала, плюс 100-500, и второй подобный канал, This is хорошо. Это два канала, они раскручены, и тем не менее, это два талантливых человека, два талантливых парня, но кто-то больше собирает количество просмотров, а кто-то чуть меньше. И, допустим, если посмотреть канал плюс 100-500, да, вот видите, количество подписчиков 5 с лишним миллионов человек. Канал This is хорошо собирает уже, ну, на миллион меньше. Зависит от человека. Каждый из них достигает своих собственных вершин благодаря тому, какова личность этих людей. Кто-то больше слушает, скажем, плюс 100-500, а кто-то и на This хорошо. Хотя суть и тематика этих программ этого канала одна и та же. Много зависит, конечно, от личности человека, от того, насколько человек мотивирован, ну и насколько человек попадает в то, что интересно многим. Я акцентирую еще раз внимание на том, что важна ваша личность. Она прежде всего играет главную роль. YouTube это или не YouTube, но ваша личность, она первична в любом случае.
Следующая идея – это выбор ниши. Это очень важное явление для создания своего бренда и его продвижения. Вам нужно будет подумать о том, что вы будете представлять, что вы хотите сказать и на какую категорию людей вы хотите вещать. То есть кому будет полезно то, что вы делаете, кому будет полезна ваша информация, какова ниша. Вы должны все равно предположить, что этот контент будет рассчитан, ну, в данном случае, да, мы сейчас показывали молодежного канала. Этот канал рассчитан, конечно, для молодежи определенного возраста. Наверняка люди старшего поколения от 40 и выше, они не смотрят эти каналы. Почему? Потому что это неинтересно людям этого возраста. Ну и, конечно, выбор ниши зависит от того, чем вы занимаетесь на данный момент времени. И успешнее всего, ну наверняка успешнее всего, вы будете представлять то, что хорошо знаете. И лично вам хорошо знакомо. Если вы занимаетесь музыкой, конечно, лучше ввести музыкальный канал. Если вы художник, конечно, лучше говорить о каких-то художественных проектах. Если вы умеете делать монтаж и занимаетесь видео, конечно, лучше рассказать о том, как делать монтаж и как снимать. Ну, то есть любое дело, чем вы занимаетесь, оно вам близко, оно вам нравится, конечно, это первая ваша ниша, первая ваша возможность. Ну и основная задача на YouTube, специфика YouTube, это собрать тех подписчиков, которые готовы вас слушать, которые готовы доверять вашей информации и которые готовы подписаться на вашу серию видео, на видеосерию. Способов много, как находить этих подписчиков, но самое главное, основа долгосрочного успеха, это постоянное развитие своих профессиональных навыков, которые нужны вот именно для ваших проектов. Ну, предположим, если я занимаюсь музыкой, я немножко скажу о своих проектах. Конечно, допустим, если я веду канал по горловому пению, у меня очень много видео по горловому пению, и чтобы подписчик доверял мне, конечно, нужно показать, что я как-то хоть понимаю систему горлового пения, я как-то понимаю горловое пение, я умею это. Пусть не высокий профессиональный уровень, пусть это не мировой уровень, но тем не менее, что в этом есть какое-то понимание. И это нужно продемонстрировать. И когда подписчик видит это, что человек, да, действительно вот владеет тем, что он декларирует или показывает, конечно, больше доверия к информации. И, естественно, я выкладываю других людей, это мне более интересно, творчество этих людей представить также очень интересно, и я собираю, естественно, канал по горловому пению. Моя ниша в данном случае это горловое пение, это этническая музыка. Конечно, на этом $1 миллион заработать невозможно, но тем не менее это моя ниша. Далее, возможно, появятся другие какие-то идеи, но вот в данном случае вот я сейчас разрабатываю следующую тему. Это тему заработка на YouTube. Это тоже теперь следующая моя идея, каким же образом это можно сделать, тем более, что я начал уже этим заниматься серьезно. Вот в данном случае готовлю вот это вот видео. Вот основные принципы, это очень кратко, основной принцип того, как я понимаю заработок на YouTube. Я еще раз кратко подытожу. Конечно, очень важна мотивация, то есть важно хотеть или представить себя в каком-то в какой-то ипостаси. И не смотреть на правила, то есть не смотреть на то, что остальные достигли успеха или не достигли успеха. Нужно делать акцент на свою собственную личность, на развитие своих собственных навыков. А навыки всегда можно развивать, если их вообще нет, эти навыки можно начать, над ними можно начать работать и их развивать. Ну и выбор ниши зависит от ваших умений. И настроиться на долгосрочную работу, не на сиюминутно какое-то дело, потому что это требует упорная работа. Ну, упорно имеется в виду терпение не в месяцах, а в годах. И из года в год потом будет ваш бренд повышаться. Естественно, ваш канал и ваши видео будут пользоваться затем популярностью.
у определенного круга людей, у определенных подписчиков. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том.